Но тем временем делегация от Госдумы и Совет Федерации встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. Говорили о восстановлении Арабской Республики после войны, о совместных экономических и социальных проектах. Подробнее об итогах диалога мой коллега Евгений Нипот. Больше 400 миллиардов долларов потребуется, чтобы восстановить сирийскую экономику. Об этом Башар Асад рассказал депутатам Госдумы, которые приехали с официальным визитом в Арабскую Республику. Президент заявил, что предпримет все усилия, чтобы привлечь российский бизнес в страну. И парламентарии готовы ему в этом помочь. Мы должны помочь заходам российского бизнеса на территорию Сирии. Сегодня на встрече президент Асад подчеркнул еще раз и сказал, что нам очень важно, чтобы те наши союзники, те наши друзья, которые защищали Сирию, они получали максимальные преференции. В первую очередь речь идет о нефтегазовом и машиностроительном секторе. Ряд соглашений, заключенных между регионами двух стран, по словам депутатов, поможет активнее развивать экономические и культурные связи. На повестке сейчас стоит подписание соглашения между городом-героем Севастополем и Тартусом и между Дамасским регионом и Московской областью. С нами на встрече была большая делегация Ханты-Мансийского автономного округа. В ходе поездки было подписано соглашение между провинцией Хомс и округом. Это и промышленность, потому что провинция Хомс обладает серьезными производственными мощностями в сфере тяжелого машиностроения. Это, безусловно, гуманитарные связи, это образовательная программа. Несмотря на напряженную международную обстановку и ракетные удары, которые застигли российскую делегацию в Дамаске, депутаты провели больше 30 встреч. Не только с представителями властей и бизнеса, но и с религиозными лидерами. Мы встречались и с руководством Антиохийской православной церкви, с Верховным Муфтием, представителем Народсобрания, премьер-министром, президентом, губернатором Хомском. Мы провели 3 дня рабочих, таких достаточно серьезных, посетили промышленные объекты, естественно, провели ряд гуманитарных акций и в детских домах. Экономика Сирии, по словам депутатов, на пути к восстановлению. Совместные проекты России и Арабской Республики помогут ускорить этот процесс. И помешать ему, уверены парламентарии, не сможет даже внешняя агрессия, отражать которую помогают российские разработки. К слову, Башар Асад в разговоре с депутатами дал высочайшую оценку отечественному оружию. Евгений Нипот, Анна Погонина. Вести.